Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Кушара. Сегодня в программе увиденным остался доволен рабочая поездка президента в Очимчирский район. Об экономике, внутренней политике, ситуации в стране. Пресс-конференция Рауля Хаджимова в Сухуме. Первые 60 тысяч бланков прибыли. Первый вице-премьер правительства рассказал журналистам, как и когда начнут выдавать новые паспорта. Накануне Рауль Хаджимов побывал с инспекционной поездкой в Очимчирском районе. В поездке президента сопровождали глава района Хрипсу Дюпу, а также министр экономики Абхазии Адгур Ардзанба. В ходе рабочей поездки Рауль Хаджимов посетил несколько сел, побывал на производственных объектах, как частных, так и государственных, а также проверил состояние средних школ. Кроме того, в селе Губ президент встретился с жителями. Подробности в репортаже Беллы Кварчи. 8 сел района и города Чамчира. Таков был маршрут президента. Первая остановка в селе Адзюбжа. Здесь недавно была пробурена артезианская скважина глубиной в 52 метра. Пока этой водой пользуются лишь 5 семей, но вскоре здесь будет установлен 10-тонный бак с водой, который будет обеспечивать дома в радиусе километра. В планах руководства района установка еще 6 таких скважин по району. Еще одна скважина будет снабжать водой больницу в городе Очимчира. Каждая такая установка обойдется бюджету в 350 тысяч рублей. Рыбное хозяйство в селе Скурча удивило своими масштабами. Хозяин Рамаз Зарандия построил этот бассейн около 10 лет назад и запустил ценную рыбу – белый амур. Как стало известно, кредитами и какой-либо поддержкой государства он не пользовался. Кроме того, бизнесмен занимается разведением птицы, уток, благо им есть где здесь поплавать. Предприятие «Аквафуд» в селе Кындык производит корма для рыбы. Президент посетил цех предприятия, где на тот момент шел производственный процесс. Цех заработал в 2014 году. Здесь производят экологически чистые корма. Потенциальная мощность предприятия – 500 тонн в год. Однако линия работает только под заказ. В прошлом году, к примеру, было заказано и произведено около 40 тонн корма. Предприятие планирует развиваться. Недалеко от самого цеха строится 12 прудов для разведения более 10 видов рыбы. Сегодня здесь уже проделана большая работа, но чтобы ее продолжить, необходим кредит. Проект развития предприятия уже прошел отбор в Абхазии, и сегодня он рассматривается в инвестагентстве в Москве. В течение недели мы сейчас уже остановимся, что мы можем сделать, если будет поддержка. Просто такой труд сделали, что мы не законсервировали еще на полгода, мы сезон потеряем. В любом случае все сделать нужно для того, чтобы вот эти хозяйства были бы запущены. В селе Кындык глава государства посетил абхазо-турецкие совместные предприятия по выращиванию томатов. Теплицы с саженцами, принадлежащие СП «Фрутис», достигают по площади 2 гектара. Около 80 тысяч корней саженцев начнут плодоносить к концу октября. С каждого саженца производители ожидают получить примерно 10-15 килограмм помидоров. Используется известная во всем мире голландская технология, благодаря чему обеспечивается интенсивный рост растений. Такое же производство только уже на 4 гектарах земли начинает налаживаться в СП «Эдель». Здесь также будет использоваться гидропоника и метод капельного орошения растений. Пока теплицы строятся и оснащаются необходимым оборудованием. Интересно, что отапливать их планируют посредством воды из горячих источников, но не напрямую, а через обогрев обычной воды, не содержащей сероводород. В селе Кутул президент посетил чайную фабрику. Руководитель МУП Роман Чкадуа провел делегацию по цехам предприятия и продемонстрировал технологический процесс производства чая. Рассказал о том, что чайная фабрика переживала разные времена, в том числе и полную остановку производства. Сегодня, по словам директора, предприятие работает стабильно. По мнению Романа Чкадуа, для большей эффективности производства необходимо увеличить продажную цену на продукцию. В ответ президент отметил, что в таком случае и государство должно получать от предприятия больше дохода.
МУП «Очимчирский комбикормовый завод» – еще одно предприятие, которое посетил президент. Директор завода Борис Куртава рассказал о том, что завод не работает уже несколько лет, поскольку его техническое оснащение полностью устарело. Практически во всех селах делегация во главе с президентом посетила школы. Состояние средних учебных заведений в Адзюбже, Гуаде, Тамыше, Кутоле, Пакуаше и Акуаске и в Очимчирской средней школе номер 2 разное. В школах села Гуада идет ремонт 3-го этажа и разбирают часть здания, построенную позже основного корпуса. Сам учебный корпус также нуждается в капитальном ремонте. В Тамышской средней школе состоялась встреча с учителями. По их словам, здесь обучается 67 учеников. На встрече обсудили различные вопросы, в том числе и проблему объединения школ. О состоянии дорог, об отсутствии электричества и других проблемах сельчан шел разговор на встрече президента с жителями села Губ. Президент сообщил, что в ближайшее время будет принята программа развития села, и первым ее пунктом станет ремонт дорог. Люди задавали вопросы и получали на них откровенные ответы, в том числе и о ценах на орех. Основным лейтмотивом президентского выступления в ГУПе являлась уверенность в том, что Абхазия сможет жить на собственные средства, если всем постараться работать на ее благосостояние. Поездка президента в Очимчирский район завершилась поздно вечером. Балакварчи, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о рабочей поездке президента в Очимчирский район смотрите в нашем эфире сегодня. Впечатлениями от предприятия Очимчирского района поделился сегодня Рауль Хаджимба на пресс-конференции в Сухуме. Увиденным президент в общем остался доволен и заявил о намерении и далее всячески помогать некогда депрессивному району. Рауль Хаджимба высказал мнение, что 2015 год оказался самым сложным за последние 6 лет с точки зрения финансово-экономической ситуации в России и на всем постсоветском пространстве. Как заявил глава государства, экономика Абхазии в последние годы формировалась таким образом, что она абсолютно не защищена от внешних шоков, не имеет запаса прочности. В то же время президент отметил, что в этих тяжелых условиях у власти не было права плыть по течению и действовать по инерции. Нашим ответом на кризис стала активная работа по задействованию внутренних резервов развития, подчеркнул Рауль Хаджимба. Президент обратил внимание на то, что параметры проекта государственного бюджета на 2016 год заметно отличаются от бюджета нынешнего года. Собственная доходная часть должна вырасти в 2 раза. Президент отметил, что эти показатели могут и должны улучшаться с каждым годом. Кроме того, президент заверил, что все обещанные выплаты по заработной плате обязательно будут произведены. В ходе пресс-конференции Рауль Хаджимба также прокомментировал высказывание директора Абхазчайс Тамура Отраба. Нужно иметь аргументы, прежде чем выступать с такого рода заявлениями, товарищ. А что касается дальнейших действий, есть судебная система, я думаю, суд должен разобраться. И что касается всякого рода этих измышлений или неизмышлений, разберется, я думаю, сам суд. Вопросов очень много и к самому Отраба. И эти материалы имеются и в актах счетной палаты, где говорится, как неэффективно и как некачественно были использованы суммы средств порядка 90 миллионов рублей. Наверное, придется поднимать эти материалы, и чтобы были какие-то понятные процессы для нашего общества. Телеверсию пресс-конференции президента смотрите также в нашем эфире сегодня. Первая партия новых паспортов гражданина Абхазии, а это 60 тысяч бланков, прибыла в республику. В ближайшие 2-3 недели будет готова и привезена оставшаяся партия паспортов, в том числе и видов на жительство. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер Шамиль Азанба. Сейчас ожидается поставка оборудования, после чего начнется внедрение новой системы выдачи паспортов. По словам первого вице-премьера, после создания электронной системы она будет в течение года на гарантийном обслуживании госзнака, после чего ее уже будут обслуживать наши специалисты. Шамиль Азанба отметил, что база данных системы находится под качественной защитой.
Идет создание вот этой электронной системы, о которой столько много говорили, спорили. Вот. Сейчас на данном этапе, после того, как мы провели тендер, идет вот вопрос именно, мы ожидаем начала поставок оборудования. Как только оборудование будет здесь, ремонты паспортных столов, где будет проходить пилотный проект, практически завершены. В течение 10 дней мы уже будем принимать по акту эти помещения. Вот. Как придет оборудование, мы начнем создавать, уже монтировать эту электронную новую систему. Как только она будет смонтирована, мы начнем уже сперва пилотным проектом, потом уже будем внедрять ее по всей территории Абхазии. 9 сентября – день памяти выдающегося русского поэта, журналиста, переводчика, воина-добровольца, кавалера ордена Леона Александра Бардадыма. В первые дни Отечественной войны народа Абхазии Александр приехал сюда в качестве корреспондента. Он присоединился к отрядам добровольцев, которые, перейдя перевал и спустившись к озеру Рица, пришли в Абхазию, чтобы сражаться за ее свободу. В походе Бардадым написал стихотворение над грозным городом Раскаты, ставшее гимном добровольцев. Александр Бардадым активно участвовал в боевых действиях, передавал корреспонденции через корпункт в Гудауде, воевал на Гумистинском фронте. Ходил с диверсионным отрядом в тыл врага и писал стихи, печатавшиеся в боевом листке. Александр Бардадым погиб 9 сентября 1992 года. Его похоронили в Новом Афоне. Он посмертно награжден орденом Леона. Сегодня в нашей программе передача памяти русского поэта и абхазского героя Александра Бардадыма. Сегодня в Сухуме завершилась стратегическая сессия «Культура Абхазии. Актуализация и сохранение», организованная Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия. Мероприятие собрало ведущих абхазских и российских специалистов в сфере культуры и искусств. В течение 2 дней обсуждались вопросы комплексного социально-культурного развития государства и приоритетов культурной политики на 2016 год. Напомним, что работа проходила в 3 секциях: развитие и продвижение традиционных учреждений культуры среди молодежи и семейной аудитории, проблемы правового регулирования, кинопродукции, а также вопросы сохранения и актуализации историко-культурного наследия. В итоге были выработаны различные проекты, которые в будущем будут воплощаться в жизнь. Киножизнь здесь может быть активизирована 3 путями. Первое – это прием групп из России и из других стран. Второе – это съемки своих фильмов, дипломных, короткометражных, любительских, профессиональных и очень профессиональных. И третье – это развитие киноклубного, скорее по большей части киноклубного кинопоказа. И во всех 3 направлениях сделаны конкретные шаги, придумано, как это можно сделать. Где-то мы продвинулись немножко дальше, где-то немножко меньше. Но в любом случае тот план, который сегодня намечен, он может быть осуществлен министерством сейчас, вот после сегодняшнего дня. Расширенный репортаж о работе стратегической сессии смотрите в нашем эфире завтра. Глаукома, катаракта и другие патологии глаза излечимы. Современная медицина использует лучшие методы – безболезненное и эффективное лазерное лечение. Частный центр коррекции зрения в Сухуме «Абла» предлагает услуги в лечении различных видов глазных заболеваний. В течение этого месяца пациентов будет принимать приглашенный из России специалист, врач высшей категории в области лазерной хирургии Михаил Аронскин. Репортаж Хасиды Малия. Добрый день, подходите, пожалуйста, присаживайтесь. Офтальмолог Михаил Аронскин с 9 утра принимает пациентов. В основном это те, чей диагноз катаракта и глаукома. Возбудители этих болезней различны, как и сама методика их устранения. В основном таким болезням подвержены пожилые люди и те, кто болен сахарным диабетом. Разработка современной медицины, лазерная хирургия в руках умелого доктора становится настоящим спасением для тех, кто долгие годы не может исправить зрение. Люди приходят, смотрят, подготавливаются, и мне не нужны общие соматические анализы, мне не нужно госпитализировать, мне не нужно нахождение на койке. То есть дальше эти люди просто дома капают капельки, принимают таблеточки, через неделю приходят, мы наблюдаем, как проходит процесс, и спокойно лечим таким образом амбулаторно. Самые сложные патологии, которые бывают, это патология глазного дна, и глаукома, вторичные катаракты. Ну, и, в общем, достаточно много патологий, которые мы этим делаем.
Конечно же, лазерной хирургии поддаются не все виды заболевания, есть ряд других методов. Но преимущество лазерной хирургии над другими методами чрезвычайно высоко. Во-первых, оно безболезненно, во-вторых, не оставляет рубцов на нежной ткани, позволяя поэтапно избавиться от той или иной патологии. Михаил Аронскинд, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, приезжает в Абхазию по приглашению Ассоциации офтальмологов Абхазии, а именно Дмитрия Чанчикова, соучредителя частной клиники «Абла». Кстати говоря, он является кандидатом медицинских наук в области офтальмологии в 3-м поколении. Михаилу Самсоновичу ассистирует Анна Ковы, главный врач клиники. За 3 года приездов Михаила Самсоновича у нас не было каких-то проблем, да, то есть связанных, скажем, с хирургическими вмешательствами, никаких осложнений за 3 года мы не встречали. За последние 2 года Михаил Аронскинд успешно провел более 500 лазерных операций в Абхазии. Учредители клиники «Абла» стремятся создать условия для удобства пациентов. И цены здесь значительно ниже тех, что установлены в ряде российских глазных центрах, где пользуются услугами Михаила Аронскинда. Стоимость консультации пациенту обойдется в 1500 рублей. Любая лазерная операция не более 6500 рублей. Специалист-офтальмолог будет осуществлять прием в клинике «Абла» в течение всего месяца в будние дни с 9 утра до 4 часов дня. Асида Мали, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. «Красота спасет мир». С таким девизом идет в ногу со временем руководитель студии красоты ПИТА Ирина Барциц. Индустрия красоты Абхазии выходит на мировые стандарты, с уверенностью говорят специалисты. Об этом свидетельствует количество салонов в столице. Эта тема актуальна всегда, но особенно сегодня, в Международный день красоты. Ирина Барциц уже не первый год в индустрии красоты. Ее собственный почерк в макияже узнаваем. Количество желающих попасть именно к ней растет, как говорится, не по дням, а по часам. Создательница бренда «Пита» открыла новый салон, расширив весь спектр услуг. Здесь уютная атмосфера, все мастера как на подбор. Каждый знает свое дело. Посетители отмечают, что, побывав в салоне красоты «Пита», вновь открывают для себя мир красоты. «Питу» я знаю на протяжении нескольких лет, и скажу вам честно, я имела возможность наблюдать за тем, как она с каждым днем совершенствуется. «Пита» – человек с неутомимой жаждой узнавать большее, новое, неустанно работающая над собой и создающая красоту вокруг себя. Она замечательный мастер своего дела, она психолог, а это прекрасная мама, жена и просто красивая женщина. Согласитесь, это редкое явление, когда все в себе сочетает один человек. Сегодня она сделала еще один большой шаг в мире красоты, и я ей хочу пожелать на этом поприще больше творческих успехов и неиссякаемой энергии. Для посетителей и гостей в день открытия был организован фуршет. Весь салон утопал в цветах и подарках. Изюминка вечера стал фонтан, наполненный шампанским. И самых маленьких гостей не оставили без внимания. Для них был подготовлен фирменный шоколад салона «Пита». Одним словом, к открытию новой студии руководство подошло со всей ответственностью. Сегодня я покорила еще одну маленькую вершину. Я радуюсь. И этой радостью хочу поделиться со всеми. Мое жизненное кредо – красота спасет мир. И мне посчастливилось создавать красоту. Я счастлива, потому что, занимаясь любимым делом, получаю от этого массу удовольствия. Могу развиваться в этом, встречаться с интересными людьми, их радовать. Хочу выразить благодарность всем, кто был рядом со мной и поддерживал меня. Мои милые дамы, жду вас в своем новом мире красоты, где я всегда встречу вас со всей теплотой и своей любовью. Администраторы на ресепшене приветливо встречают каждого клиента, вежливо расскажут про все виды услуг, предоставляемые в салоне. Стилисты следят за новинками в моде и отслеживают новейшие технологии в области окрашивания. Косметологи – девушки, знающие свое дело. Мастера по маникюру и педикюру с огромным энтузиазмом приводят ручки и ножки в безупречный вид. Буквально пару месяцев назад я начала работать в этом салоне. Сама хозяйка наша пригласила меня сюда, и я просто безумно счастлива, что работаю в этом салоне. Коллектив просто шикарный, мне очень легко здесь работается. Каждый клиент, который приходит к нам в салон, приходит к себе как домой. И все чувствуют себя комфортно, уходят отсюда красивыми, ухоженными. А это самое главное для любого салона.
Созданные мастерами прически для торжества или деловой встречи никого не оставят равнодушным и заставят вас снова и снова возвращаться сюда. Стилисты-парикмахеры салона Пита проведут любую необходимую процедуру с сохранением здоровья ваших локонов, а качественная косметика обеспечит им превосходный блеск и питание. Сотрудничаем с Питой уже больше полугода. Сотрудничество очень приятное. Мы очень хорошо с ней познакомились, наладили связи. Она в городе Сухум единственный представитель, который имеет у себя в салоне наши бренды. Мы с ней плотно сотрудничаем. Очень довольны сотрудничеством. Очень рады открытию ее нового салона. Почувствовать себя богиней сможет любая женщина после посещения салона Пита. Как рассказала Арина Барцис, в ближайшее время салон начнет сотрудничать с лучшими фотографами и дизайнерами страны для удобства клиентов. Рената Шакая, Саид Тайпа, Абхазское телевидение. Министр обороны Абхазии Мераб Кишмария примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу, 11 сентября. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу, 11 сентября, гость в студии министра обороны Абхазии Мераб Кишмария. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 67 рублей 62 копейки, евро 75 рублей 57 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь. Днем без осадков. Температура воздуха ночью 21-23, днем 29-31 градус. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.